Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 6 сентября, и мы отмечаем День народов Среднего Урала. Я рада вам представить нашу гостью Кульмурзину Светлану Ринатовну, директора Башкирского историко-культурного центра в Свердловской области, филиала Дома дружбы народов Республики Башкортостан. Все правильно сказала? Все правильно, Елена Владимировна. Светлана, вот вы такая необычная, такая яркая, такая красочная. Расскажите, пожалуйста, немного о вашем центре для наших зрителей. Здравствуйте, Елена Владимировна, здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо городскому библиотечному центру за приглашение на нашу запись. Я хотела рассказать, что Башкирский историко-культурный центр Свердловской области открылся совершенно недавно, только 1 июня 2020 года. Центр открыт Республикой Башкортостан для того, чтобы основная цель – это сохранение культурных традиций и это развитие национального самосознания башкир, которые проживают на территории Свердловской области. По переписи населения на территории Свердловской области живет более 31 тысячи башкир. И наша задача, конечно, создать условия для того, чтобы люди, которым интересно язык, культура, традиции башкирского народа, могли с этим соприкоснуться, изучить. И мы создаем все для этого возможности. У вас, наверное, есть, может быть, что-то особенное, вот он новый центр. Что в нем такое, какая-то изюминка своя, что это? Ну, наверное, основная изюминка это вообще находится в Свердловской области, потому что в Свердловской области 162 национальности проживает. И это как раз умение жить в мире, в добрососедстве, в уважении каждой национальности, это вот особенность является вообще Свердловской области. И, конечно, мы у себя в центре нашем ждем и башкир, и представителей других народностей, и вообще любых жителей нашего прекрасного города или нашей прекрасной области, которым интересна культура, традиции нашего народа. А вот мне интересно, у вас проходят какие-то мероприятия, возможно, такие объединяющие? То есть что это такое? Как вы объединяете, как вы встречаете этот народ? Ну, на сегодняшний день из-за пандемии мы это все делаем, конечно, онлайн. То есть мы рассказываем о традициях, о народах, о коренных народах, которые проживают на Свердловской области. Это все мы делаем через социальные сети. Можно к нам подписаться в нашу группу, пожалуйста, и вот прочитать. Сейчас надеюсь, что у нас появится возможность уже собираться. Во-первых, у нас появится свое собственное помещение, куда мы как раз готовим открытие и будем приглашать всех гостей. И мы уже сможем собираться, встречаться. А у нас в планах, во-первых, мастер-классы по изучению башкирского языка. Вот, делается этот большой проект «Курултаем Башкир», то есть и мы к нему будем присоединяться. У нас в планах это мастер-классы игры на музыкальных инструментах народных, да, то есть это курай, это кубыс, да, то есть это такие прям такие этнические, оригинальные инструменты. Вот. Потом понятно, что самое вкусное, наверное, это народные блюда, которые мы готовим, кулинарные шедевры, потому что это, конечно, определенный вкус, да, то есть будем учиться делать зурбелеш, например, да, будем учиться халму, то есть, да, то есть какие-то такие вот мастер-классы, которые передают дух еды, наверное, вот это, да, то есть это же понятно, что башкиры это, конечно, это мясо, конечно, это молоко, потому что это скот, да, то есть который вот, и всегда башкирские блюда, и плюс, конечно, пшеница, потому что, любое башкирское блюдо, наверное, это, по сути, мясо и тесто, да, то есть в разном виде просто, вот, и, конечно, сладости. Вот, потому что никуда не деться от башкирского меда, да, это, наверное, визитная карточка, да. То есть сразу если спросишь, то и сразу башкирский мед, то есть он славится не только у нас в России, но и вообще по всему миру. Поэтому, когда мы откроем двери, мы будем очень рады, приходите к нам в гости, будем вместе с вами пить башкирский чай со вкусными травами и с башкирским медом. Добро пожаловать, Рахим и ты. Светлана, скажите, пожалуйста, вы сегодня в национальном костюме, вы можете нам рассказать, что это за костюм и что это такое? Слушайте, на самом деле я сегодня в уникальной одежде, то есть если вот оглянуться даже по датам, когда эти вещи от какого периода, то есть, вот, к примеру, у меня есть монета, да, которая вплетена в волосы,
Это монета 1897 года серебро. Наверное, сразу скажу определенный нюанс. То есть, вот послушайте. Слышите? То есть башкирскую женщину вначале было слышно, а потом она появлялась красавица. Вот. Посмотрите, вот браслет, да, к примеру. Браслет вообще это свадебный подарок, сделанный еще в 1927 году. То есть серебро, да? Вот именно этот браслет. Этот браслет конкретно, да. То есть вот эти вот многие уникальные вещи, которые здесь представлены, это есть хранители вот этих традиций, хранители костюмов, которые собирают, да. И большое спасибо Гульшат Шакирьяновны Якуповой. Вот это ее из ее семейной коллекции, то есть это вещи ее рода. Вот сейчас то, что я вам покажу. Это, например, фартук, да, вот посмотрите, с удивительной тамбурной вышивкой, которая очень яркая, очень красочная. То есть вот если будете, вот если можете посмотреть вблизи, то есть насколько гладко и качественно сделан каждый слой. Смотрите, какая прелесть даже с обратной стороны. То есть вот насколько это цветы все передаются. Да. Это, конечно, высокое мастерство. То есть посмотрите на платье. Это платье 1952 года. То есть тоже, вот смотрите, какое вот вообще просто красота такая. Да? То есть насколько качественно все сделано. То есть вот эта ткань, ну, которой уже, по сути, 70 лет. Да? То есть, и выглядит все это очень, конечно. Да, прям вот такое самобытное, настоящее. Действительно, и дух у него есть у этого платья. То есть прям потом, например, если мы будем с вами смотреть на украшения, да, то есть украшения это современные, стилизованные, это как раз вот, на данный момент это мастерство, создается украшение, это автор является Гульшат Якупова, то есть вот, может быть, даже такие украшения сейчас очень многие модницы в свой современный гардероб добавляют, и вот эту связь со своим народом подчеркивают. Ну, то есть вот серьги тоже, да, посмотрите. То есть вот это вот, это такой постоянный, я не знаю, ну слышно, наверное, когда двигаюсь, да? Конечно, слышно. Это идет звон такой. Вот смотрите, то есть если вот смотреть вообще на национальный костюм любой, он всегда отражает, в каких условиях жил народ. То есть если говорить конкретно о северо-восточных башкирах и прилегающих территорий, то есть которые как раз есть на территории Свердловской области, то это были самые первые башкиры, которые начали вести оседлый образ жизни, и они занялись как раз растениеводством, да, то есть и это, в принципе, видно вот в этих узорах растений очень сильно. То есть почему и цветы, смотрите, какие яркие, да, то есть это будет, то есть если мы будем видеть, смотреть, то цвета очень яркие, насыщенные цвета, то есть вот здесь вот вы видите, да, такой прям, и на котором россыпь цветов, по сути, да, то есть вот эти вот орнаменты, они везде вот это подчеркивают. То есть если, к примеру, мы будем смотреть на других костюмов, других башкиров, они все отличаются. У каждого есть, вообще выделяют 7 групп, у каждого есть свои определенные национальные особенности. То есть, в принципе, как когда мы покажем вам кадры, то есть будут кадры, где вы увидите костюмы современные, стилизованные, под башкирский народный костюм. Вот, то есть, к примеру, вот смотрите, всегда что обязательно было в национальном костюме женщины? Конечно, это обязательно было платье, ну, называется кульдат, то есть платье всегда было такое, то есть оно было всегда закрытым горлом, да, то есть, потому что, ну, то есть все было закрыто. Были всегда открыты руки для того, чтобы показывать свои богатства, свои украшения. Ну, то есть, да, чтобы вот было это все на виду. Плюс обязательно было с головным убором, то есть всегда это сопровождалось. На голове, как правило, если это была девочка-подросток, до 10 до 12 лет, можно было вообще ходить с непокрытой головой. Заплетались 2 косы, как правило, и вот, соответственно, какие-то там монетки, то есть что-то ставилось. 2 косы — символ чего, вы рассказывали, очень интересно. Ну, как правило, до замужества женщины были 2 косы, а когда она выходила замуж, ей делали 1 косу, потому что основная ее задача была собирать всех вместе. И вот этот вот ритуал каждого утра, когда она заплетала себе косу, то есть ее задача женщины была всех объединять. Вот, поэтому, символичная коса. Символичная, да. То есть поэтому вот как бы всегда ну, есть такое поверье, да, например. Потом, смотрите, всегда считалось, что женщина, она же мать, да, то есть, и, соответственно, нужно беречь свою грудь, свое молоко, то есть, чтобы быть способной вскормить, да, свое потомство. Поэтому, как правило, на грудь делали
такой вот оберег, либо, то есть одевали вот такой нагрудник, да, который тоже отражал богатство, то есть вот были, как правило, вот это Защищал и показывал богатство. да, то есть задачи было две, то есть демонстрировать свой социальный статус, да, то есть и, значит, и при этом работать как на защиту. То есть всегда были украшены, в основном серебром, то есть в основном серебром, ну, потому что золото, сами понимаете, что были настоящие золотые монеты, да. Даже есть такое предание о том, что башкирские женщины во время Второй войны, мировой войны, они сдали свои вот эти нагрудники, и были прям танки, на которых были написано, что эти танки сделаны на вклад башкирских женщин. Ну, представляете, сдавали вот эти серебряные рубли большие, то есть сдавали очень много. Вот. Закрыли, соответственно, грудь, значит, одели украшения. Дальше был, очень функциональная вещь, это фартук, да, то есть, это мы сейчас рассказываем про северо-восточный Башкир. Фартук, естественно, он был для того, чтобы, женщина могла работать, готовить, то есть, функционально. Переносить да. Что-то, наверное, можно. Но со временем, то есть, понятно, стал он, празднично, мы сейчас говорим все-таки о нарядной одежде, да? Да, праздник. Праздник. Поэтому, то есть, он стал таким цветным, красочным, очень дорого сделан. Вот как пример, вот посмотрите, это вот пример свадебного фартука северо-восточных Башкир. Это вот очень нарядно, очень красиво, да?